Одним из удивительных явлений, постигших умму в наши дни, несмотря на то, что она находится на пике прегрешений и погони за мирскими благами, это то, что в ней появились люди, которые с различных трибун от имени шариата и ислама поднимают среди мусульман вопрос, в раю ли находятся родители пророка или в аду. Будто они вошли в рай, уселись там, чтобы утверждать после этого, кто есть в раю, а кого там нет. За этой речью скрывается попытка отделить умму от подлинной связи с пророком. Если бы вопрос касался только родителей пророка, мы бы сказали, это просто ошибка. Но в то же время, возбужденные от гнева, используя всевозможные средства, мы слышим от них, родители пророка в аду. Допустим, что мы согласны с этим. Спрашиваем, что еще? Они отвечают, Медина пророка. Не называя ее лучезарной Мединой, она называется Медина пророка. Понятно? Отец пророка, мать пророка и Медина пророка. Хорошо. Говоришь им о роде и потомстве пророка. Они тут же перебивают и говорят, не различай людей. Родственники пророка подобны обычным людям. Нет разницы между ними и простыми людьми. Что значит род пророка? Что значит это различие? Такого не было у нас до этого. Нет у родственников пророка особого достоинства. Хусейн подобен другим простым людям. Если ты будешь усердствовать в поклонении, то станешь таким же, как Хусейн. Удивительно. Хорошо. Ты закончил, спрашиваешь их? Они, нет. Отец пророка, алейхиссалату вассалам, его мать, его Медина, его родственники. Понятно. Говоришь им о сподвижниках. Они же, да, это сподвижники пророка. Они ошибаются и могут не ошибаться. О, люди, говоришь им, сын Умара стремился получить баракат. Они обрывают. Нет, сын Умара ошибся. Хорошо, все, вы закончили? Отец пророка, его мать, его Медина, его родственники, его сподвижники. Заговариваешь о предметах, имеющих отношение к пророку, алейхиссалату вассалам, они твердят, предметы, места, имеющие отношение к пророку, мы сломаем и разрушим. Запрещено стремиться получить баракат от предметов или мест, имеющих отношение к пророку. Уважаемый, а он ширк. Удивительно. Говоришь им, эй, народ, в Бухаре есть хадис о том, что наш господин Абдулла сын Умара притрагивался к руммане мимбара пророка, алейхиссалату вассалам. Они возражают, нет, это его безрассудство, безумство. Удивительно. Теперь хоть вы закончили, читаешь перед ними салават пророку громко, так они тут же. Нет, не возвышайте свой голос, когда вы читаете пророку салават. Это запрещено. Это нововведение, бид'a читать салават громко. Говоришь, эй, народ, мы любим пророка, алейхиссалату вассалам. Отец пророка, его мать, его родственники, его сподвижники, его Медина, предметы и места, имеющие к нему отношение, и даже читать на него салават тоже запрещено. О, Кяхляви, ты хвалишь пророка? Это бид'a. Зачем ты хвалишь пророка? Пророк же сказал, не возносите меня, как возносят христиане Иисуса. Так говорят они. Выясняется, что за этим вопросом что-то скрывается. Если бы ими поднимался только вопрос о родителях пророка, мы бы сказали, бедняги, не поняли священные писания, не поняли шариатских доводов. Если бы вопрос касался только родственников пророка, мы бы сочли это за недопонимание. Подумали бы, что они побоялись чрезмерного возвышения родственников пророка. Если бы был вопрос только о восхвалении пророка, но каждый вопрос, связанный с пророком, он умер, галдят они. Он уже не может принести пользу или вред кому-либо. О, люди, когда мы направляемся в хиджаз, испытывая трудности, ощутить дух Мекки и собираемся посетить пророка, они говорят, нет, ни к обязанностям хаджа, ни к условиям хаджа, ни к желательным действиям хаджа не входит посещение пророка. Но кто сказал, что посещение пророка, саллаллаху алейхи вассалам, является обязанностью или условием хаджа? У хаджа есть обязанности, и они всем известны. Удивительно. За этим вопросом что-то кроется. И разногласия возникают не из-за недопонимания доводов религии. Вопрос стоит между этими людьми и между пророком. Вот в чем дело на самом деле. Из их уст можно услышать: «Мы любим пророка». Я же отвечаю: лжете вы, клянусь Аллахом. Если бы вы любили пророка, вы не отнеслись бы к нему таким образом. Отец пророка и мать пророка в аду. Какую цель ты преследуешь тем, что занимаешь мысли людей этим вопросом? Как я уже вам говорил, за этим вопросом скрыта цель.
искоренить из наших сердец любовь к пророку. Говоришь ему: могила Зайнаб из потомства пророка, алейхиссалату вассалам, находится возле тебя в Египте. А он отвечает: хвала Аллаху, я никогда не входил на этот зиарат. Гордишься, да? Радуешься этому. Она не желает, чтобы ты ее посетил. Не желает. Если бы она этого желала, то Аллах помог бы, направил бы тебя посетить ее могилу. Он может сказать: люди совершают порицаемые поступки, посещая могилы. Люди совершают порицаемые поступки возле Каабы. Теперь что, ты оставишь посещение Каабы? Есть люди, которые входят в мечеть Харам, режут одежду ножницами, совершая кражу. И из-за этого нам что, оставить мечеть Харам? Люди совершают порицаемые поступки в намазе. Теперь нам что, оставить намаз? Люди совершают ошибки в чтении Корана. Теперь нам что, оставить Коран? Люди совершают порицаемые поступки в сунне. Теперь нам что, оставить сунну? Есть некоторые люди, которые под именем хадисов вставляют ложь, и тем самым они умышленно возводят клевету на пророка, алейхиссалату вассалам. Если уж в этой области хадисов есть такие люди, то нам что, нужно оставить хадисы? Оставить Коран, оставить хадисы, оставить Каабу, оставить родственников пророка, алейхиссалату вассалам. А давайте изложите мысль одним словом. Получается, что мы должны оставить нашу религию. Это и есть конец подобной речи. Когда у наших врагов не получилось отвернуть нас от религии явным образом, внедрили тех, кто будут говорить именем религии, чтобы вырвать эту религию с наших сердец. Как говорится в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, появятся смуты, подобные мраку ночи. Человек будет верующим утром, а к вечеру может обратиться неверным. Или вечером он будет верующим, а к утру может стать неверным. Сподвижники спросили: из-за чего это, о посланник Аллаха? Он ответил: человек будет продавать свою религию за ничтожные мирские блага. Вальхамдулиллахи раббил алямин.